Здравствуйте, дорогие наши телезрители! Мы продолжаем буддийский путь. И сегодня мы поговорим об уникальном тувинском ламе, которого зовут Оюн Люнтуп Чажолович. Он родился в 1857 году в селе Элегест в семье Оюн Тава Кунчутовича и Сумоя Чинжитуру. С 6 лет он учился в Самогалтайском хуре Оюнарского кажуна. И с 1918 по 1921 года он продолжил свое обучение в монастыре Гандан в Монголии и достиг степени гейше. И с образованием Тувинской Народной Республики он вернулся домой и стал служить в монастыре Межегей, в Межегейском хуре в местечке Эртене-Булак. И самых образованных лам приглашали на государственную службу. И с 1926 года по 1933 года он работал в Тувин-Ценкопе. С 1933 года, с началом духовного переворота, с началом репрессий, он был вынужден уйти в семью и заниматься семейным хозяйством, заниматься скотоводством. И с 1946 по 1957 года он работал в колхозе. С 1957 года он начал трудиться в совхозе Межегейский в Тандынском районе. Позже, в 1952 году, он вместе с земляками был осужден на 25 лет с отбыванием в исполнительно-трудовых колониях с поражением прав и конфискацией всего имущества. Однако родственники обратились с жалобой о необоснованном приговоре, и всех лам, которых отправили за пределы Тувы, их вернули и отпустили. С тех пор, с 1955 года, Оюн Люнтуп Хелин находился в родном крае, в Таңды, в Межегее. И к нему приходили разные люди с решением различных проблем. Он тайно исполнял ритуальные службы, помогал в лечении и принимал народ. Все это проводилось незаметно. И однажды директор Тувинского научного института языка и литературы Юрий Лудужапович Аранджин пригласил Оюн Люнтуп Хелина на работу для переводческой работы. Юрий Лудужапович, он хорошо знал историю Тувы, и он очень уважительно относился к тувинскому духовенству, знал, что они обладали ценными знаниями, драгоценными учениями, и они владели всеми формами тувинского фольклора. Они могли исполнить любые виды устного творчества. И в народе его называли Люнтуп Хелин. Он пополнял фонды музея и Тиняли старыми сутрами, атрибутиками и ламскими принадлежностями. Он сдавал все старые предметы из своего семейного архива. И с тех времен, с 1960-х по 70-е годы, он вместе с Хомбушку Кентен Цурюмпашкой стал классифицировать и паспортизировать сутры. Он переводил все наименования, названия сутр с старомонгольского и тибетского языка. И таким образом они составили колоссальный фонд, колоссальную библиотеку старинных сутр. Также в Тиняли, работая в архивном фонде, Оюн Люнтуп Хелин перевел на тувинский язык сутру «Море притч» и называется «Үлэгер Талай». Үлэгер Талай состоит из нескольких томов, и это уникальный письменный источник, который был написан на редком языке, тувинском языке, и там имеются очень старинные слова и терминологии. Также Люнтуп Хелин, он описал состояние буддийских монастырей, он описал все обряды, ритуалы
все, что касается духовенства, об обетах, как правильно нужно соблюдать и о правильном развитии буддизма в Туве. И мы в следующей передаче посвятим отдельную тему о тувинских переводах, об Ульягерталай, об его материалах. Мы проанализируем и более обобщенно расскажем на следующей передаче. Люндуп Хелин ушел из этого мира в 1983 году. Его похоронили в селе Межегей. И Люндуп Хелин, он был очень тоже почитаемым учителем. Он оставил огромный след. Он оставил научные труды в научном институте. И если вы хотите познакомиться с его работами, то вы можете прийти в научный архив ТИХПИ при правительстве Республики Тыва. Также мы хотели бы рассказать о современных событиях в развитии буддизма нашей республики. Новому храму Хуре рядом с кадетским президентским училищем в городе Кызыле идут подготовительные работы по установлению алтарной части. Сейчас в зале ДНТ организовываются обворачивание сутр, обворачивание мантр для 1000 Будд. И привезли эти бумажные свитки с мантрами божеств, как Ом Мани Падме Хум и другие мантры. Их заворачивают в ткани, и тысяча свитков будут помещать в статуи. И после наполнения этих статуй сутрами и мантрами их будут помещать в статую, и далее будет проведен ритуал освящения или проведут ритуал зум. И все те люди, которые хотят принять участие в таком благом деле, приглашают в зал ДНТ. Вы можете спросить и взять с собой ножницы, клей. И мы приглашаем всех людей не только в оборачивании этих мантр, а также вы можете участвовать в приготовлении обедов, ужинов, а также вы можете отправить свои подношения на номер 8 923 544 65 79. Это номер помощника управления Камбаламы Республики Тыва Салдысу Сергеевичу или Салдыс Пашке. И таким образом, когда все жители нашей республики будут принимать активное участие в строительстве, в наполнении мантрами для статуи Будды новому Хуре, то мы накопим благие заслуги, мы очистим свою негативную карму, и это будет хороший знак для будущего нашего поколения, которому мы оставим хорошую память о материальных объектах, а также о тех знаниях, которые закладываются в книги, в сутры. А также мы приглашаем всех жителей из отдаленных кожунов, всех сельчан, которые проживают в селах, в кожунах нашей республики, послушать лекцию профессора Тувинского ламы Гесче Сультим Таипашкы. И также вы можете направить все свои пожелания по поводу слушания этих лекций на номер 995 517 0979. И таким образом мы можем подключить всех желающих в систему Zoom для прослушивания лекций Гесче Таипашкы на тувинском языке. Мы приглашаем всех работников культуры, работников библиотек, клубов, всех сотрудников и государственных деятелей в муниципалитетах и из министерств, ведомств, из разных организаций. Вы можете подключиться к этим слушаниям и послушать замечательные переводы на тувинском языке, который будет проводить Гесче Таипашкы. И будет переводить он великий труд Дхармаркити Праманавартику или о
логики. Таипашка очень досконально и дословно будет переводить этот текст и объяснять на тувинском языке. И мы можем доступно и более очень глубоко понять эти труды, которые были написаны в давние-давние времена, когда еще в Индии действовал буддийский университет Наланда. И именно из этого университета, из Наланды, были перенесены все книги, все труды и сутры в Тибет, а из Тибета в Монголию, а позже все эти труды дошли до нашей республики. Поэтому приглашаем всех накопить благие заслуги в накоплении мудрости и буян добродетелей. Спасибо вам большое и до свидания.